Xayrli kez o'quvchilar, bugungi darsni boshlaymiz. Тема сегодняшнего урока – история статьи и список наблюдения участника. В этой теме мы предметно рассмотрим два очень важных и интересных инструмента Википедии. Помните, что Википедию может редактировать каждый, и для этого не обязательно иметь аккаунт участника. Когда Википедия только создавалась, сообщество решило, что энциклопедия должна быть максимально открытой, чтобы любой человек мог внести свой вклад в проект. Но открытость Википедии сопровождается и негативными моментами. Бесспорно, большинство авторов редактируют статьи электронной энциклопедии, чтобы их улучшить, но иногда в Википедию заходят вандалы. Однако вандализм не представляет для Википедии слишком большой проблемы, так как все изменения статьи хранятся в специальной базе данных, благодаря чему злоумышленники не могут уничтожить информацию. О том, какие инструменты нам помогают защитить статью, мы расскажем в этой главе. Пожалуйста, помните, что внесение неверных изменений по причине искреннего заблуждения вандализмом не является. Если вы даже сделали какие-то ошибки, совершили, то есть это не грех. Можно эти ошибки исправить. Главное, ваши все действия должны производиться искренне, и свои ошибки, если вам подскажут, принимать. Вкладка «История». Вкладка «История» располагается в верхнем правом меню любой страницы Википедии. Башкортса ул тарихты карау була. Өскі яқта, мына қараны мен выделяйтіп көрсетірген дегенім. Опа, мына нашыл терелер. Мына нашыл. Тарихты карау. Таким образом, у всех страниц есть журнал изменений, в котором зафиксированы все правки страницы. Вот мышка где стоит, вот эта история. Журнал изменений вики-страницы показывает все ее предыдущие версии автора. Важно понять, что каждый раз, когда любой участник Википедии при редактировании той или иной статьи нажимает кнопку «Записать страницу», появляется новая версия этой страницы, которая навсегда сохраняется в этом виде истории той или иной статьи. Вот они, каждая версия правок. Әлеге вакытта без баш биттің нейін астық, история правок астық. Сохраняется в этом виде в истории той или иной статьи. Вкладка «История» в табличной форме представляет все изменения страницы и позволяет узнать время, день, месяц, год, содержание каждого редактирования, имя редактора или его IP-адрес, если редактор не зарегистрирован, а также пояснение смысла правки, если оно указано участникам. Благодаря этому инструменту можно узнать, как и когда то или иное слово, предложение попало в статью и кто является автором этой правки. Попробуем разобраться детально. Откроем статью «Башкортостан». Өткенде біз Башкортостанды қарағайық, редактирование. Башкортостан. Для этого мы в окошке поиска набрали Башкортостан и нажали на само слово «статью» и вытащили статью.
Откроем историю, тарих Токарав. Вот открылось. Как видно, версии статьи отображаются сверху вниз, от новых к более старым. Вот обратите внимание, вот здесь по дате, если смотреть, от новых к более старым. Представлены каждая внесенная в статью правка занимает отдельную строку. Вот. Это одна правка. Представлена дата и время. Вот эта часть. Дата, время. Имя редактора. Объем информации вот в этой части. Сколько добавилось или убавилось. Плюс, минус 23, плюс 35. И возможность откатить правку назад. 2 правки или 1 правку. А также вот здесь нижней во второй строчке пояснение аңлатма берілген. И есть пояснение, вот самый последний, чем было исправлено. Кудлягыс Мухарев, то есть визуальным редактором. Вот такое пояснение. Самая верхняя строка, вот эта, которая у меня выделена, является текущей версией. Именно она отображается при посещении страницы. Строки ниже – предыдущие версии. Если версии больше, чем страница может вместить, то присутствуют ссылки для перехода к более старым или сразу к старейшим. В данный момент это у меня спрятано, вы не видите. Когда вы откроете у себя такую страницу историю, сможете там на 50, на 100, 250 и 500 закладывается количество строк в одной странице. И можно через них переходить дальше по поиску. Более старым версиям. Я вот посмотрю внизу. У меня просто автоматом поставлено 500 строк. 500 строк. И он вот вытащил все правки статьи Башкортостан. И она укладывается в объем 500 строк. Листаю. Кстати, вот самая первая правка этой статьи совершено 16 апреля 2005 года. 17:39, 17 часов 39 минут по международному времени. А по нашему времени это 11. Так, нет. 17 минус 5, это будет 12 часов 39 минут. Это вот первая версия статьи была создана. То есть и этот день, это время считается днем рождения нашей башкирской Википедии. Время создания первой статьи. Вот она была. Именно Башкортостан самым первым был создан. Говорит, форма поиска, есть тут форма поиска, позволяет перейти к правкам помесячно. Интерфейс страницы при открытии вкладки «История» сложен только из... интерфейс страницы вкладки «История» сложен только на первый взгляд. Опишем некоторые элементы этой страницы на примере
вот на примере этой статьи. Так. Здесь вот у меня свернуто поисковик. Вот я его раскрою. Так. Хадр. Беру этот лист конспекта. Вот эта часть по дате и окошечко позволяет найти конкретную дату. Далее позволяет искать по каким-то меткам. Вот этот второе окошечко. Окно поиска правка по способу ее создания, фильтр меток. Если, например, вы хотите найти все вкладки, внесенные в статью с мобильных телефонов, нужно вбить в окно Mobile Edit, то есть мобильное редактирование. И все такие правки отобразятся. Есть другие метки, например, добавление ссылки, удаление текста и так далее. Текст содержит... Такие метки очень полезны при поиске и устранении последствий вандализма. Ну, я, например, никогда не пользовался ни по поискам, ни по дате, ни по меткам. Мне достаточно вот этого списка, чтобы пролистать и найти. Далее. Панель информации, где можно найти статистику всех правок этой страницы, осуществить поиск конкретной правки по отдельному слову, отследить статистику посещения страницы. Так, посмотрим. А здесь она у меня не показывается, потому что у меня большой выделен количество правок в истории, то есть более 500. Далее. Инструмент, который отображает количество версий страницы на экране, до 500. Но вот этот инструмент тоже не видно. Кнопка сравнения версий страницы. Вот этот «Хайлап алынған үлгілерді сағыштыр» – это кнопка для сравнения. Если мы нажмем, это сравнит последнюю и предпоследнюю версию, покажет разница, чем отличается. Если, допустим, нужно сравнить только правки последние две по сравнению с 9 января, вот мы выбираем таким образом. Еще больше можно выбрать вот так. Вот отсюда с 17 сентября по 14 января он будет показывать сравнение этих версий. Далее. Я уже показал сравнение этой версии и самой последней, сравнение этой версии и предыдущей, то есть изменения, сделанные этой правкой. Ну вот, допустим, можно и так сравнить. Не обязательно там выбирать можно вот и так. Вот я подвожу курсор, на окошечке ставлю вот таким образом. Далее, вот показывал уже время и дата исправления. Вот какого числа, в какое время было сделано исправление. Далее, кто сделал правку, я это уже, в принципе, рассказал. Кто сделал правку. Ссылка на участника, сделавшего правку. При нажатии на этот ник
выполняется переход на страницу участника. Вот если мы нажмем, мы уйдем на мою страницу. То есть вот это потому что последняя правка моя, допустим, да? Или на страницу Айсар, или Райнак, или вот в 2020 году этот МР-973 кто-то у нас еще подправлял. Далее идет, вам видно только будет две кнопки здесь, НГМ хам Өлюш, то есть это вкладка обсуждение, страница, переход на страницу обсуждения этого участника, или посмотреть вклад его в редактирование Википедии. Вообще, собственно. Так. Если вот здесь будет буква маленькая, вот это Эргена Удгариш, пометка о малозначительной правке делается. Далее вот цифрами в скобках написано, какое количество байт информации содержит данная версия статьи. И далее в скобках тоже плюс, минус, плюс или минус какая цифра, сколько байт, на сколько байт было изменено. Вот он в первом случае было 35 байт добавлено, а в последнем 23 байта удалено. Далее, вот я показывал комментарий. Вот следующий вот здесь комментарий, что он сделал последний редактор, то есть этот редактор, который что сделал, он описание оставил. Можно отменить кире алырға. И есть такой поблагодарить, рахмет айтырға. Вот именно у меня вот нету такой кнопки, я сам себя не могу благодарить, рахмет айтырға, а вот других участников я могу поблагодарить. Допустим, Айсарга скажу вот за эту правку спасибо скажу. Что-то он сразу сработал, да? А нет, рахмет айтырға, еще одна строчка. Был тогда точно рахмет айтырға, а рахмет айтырға. Вот рахмет айтылды. Далее. Бывает, далее, говорит, показывает, каким способом была отредактирована. У нас, например, если не показана метка тамгалар, вот такой, вот последний, ой, вот выделяю имя. Вот если визуальным редактором отредактировано показывает, а если вики разметка сделана, не показывает. Вот здесь не написано, там галар метка. А вот здесь МР какой 17 сентября правка еще сделана из мобильного устройства. Вот он, покажем концовку. Вот. Из мобильного устройства правка через приложение Android сделана. И звездочка говорит, что попадает на ваш список наблюдений. А где звездочка? А звездочка где? Я не вижу. У нас этого нету. Это в русской Википедии, видимо, да. Звездочки у нас нету.
Что же произойдет, если выбрать две версии статьи и нажать на кнопку «Сравнить выбранные версии»? Вот здесь две версии возьмем. Давайте тогда еще прихватим Айсара. За год вот у нас. А нет, не за год. 2 января по 14 января. И нажмем «Сравнить версии». Вы увидите, видно, две таблицы появляются. С левой стороны вот эта часть, вот это, вот. Это старая версия, а с правой стороны вот эта часть, это новая версия, в данном случае последняя версия, да? Добавление текста, добавленный текст будет выделенным, измененный текст. Где изменился, там будет выделенным. Вот здесь было написано Хабиров ради Фаритулы. Вики разметка была длинная. Удалили вот эту часть. Вот эту часть удалили, оставили только ради Хабиров. Почему? Потому что из ради Хабиров все равно попадает на статью Хабиров ради Фаритула. То есть вот эта часть излишняя. В данном случае для статьи она облегчает статью. А вот здесь вижу, что добавлена вики-разметка в правой стороне. Отправляет на слово башкорт. А вот здесь нету. И вот здесь вики-разметка поставлена, чтобы на ссылку в год и на конкретную дату идти. Так, дальше что мы смотрим? Видим. Вот здесь вот мусор был. Этот мусор удален редактором. Вот здесь есть этот мусор, а здесь нету. Бывает, что при транспортизации с одного места на другое, при копировании, при редактировании через переводчик автоматически такие знаки появляются. Вот эти в настройках участника можно изменять вот выделение цветом этих правок на различные варианты. Допустим, добавленный текст выделяется голубым цветом, удаленный текст желтым, замененный текст жирным шрифтом и так далее. Это делается во вкладе, то есть в настройках участника, вкладка гаджеты, раздел интерфейс. Можно установить выделение версий желтыми, зелеными цветами, классическим для Википедии. А настройка, как мы знаем, есть вот Кылёверин. Туда надо идти и увидим, как это можно, то есть настроить свой интерфейс как хочется. Далее мы остановим ваше внимание на инструменте «Список наблюдений». Так, чуть-чуть снимем или нет? Башкортса ул күзәтү исемлеге дип атала менә. Менә монда өстә самой верхней строчке позиции
персональное пространство, персональное. Вот здесь куда-то В верхнем правом углу это показывается любому зарегистрированному участнику. Если вы не зарегистрированы, то вам такой список куда-то не откроется. Зачем нужен список наблюдений? Этот инструмент позволяет участнику создавать список наблюдаемых страниц и просматривать их недавние изменения. Он построен по тому же принципу, что функционал вкладки «История». Здесь вы также получаете возможность видеть таблицу с недавними правками интересующих нас статей. Вернее, вас статей, да? То есть интересующих вас статей. При переходе в список наблюдения вы увидите последние изменения в наблюдаемых страницах. Список изменений разделен по дням, упорядочен в убывающем порядке в соответствии со временем редактирования. Интерфейс списка наблюдений вы сможете освоить без труда самостоятельно, опираясь на описание инструмента «История». То, что мы до этого рассматривали. Добавить статью в свой список наблюдений очень просто. Для этого достаточно нажать на кнопку в виде звезды в верхней панели рядом с окном поиска. Вот. Откроем мы статью обратно Башкортостан. Вот здесь окно поиска, вот здесь есть вот в этом месте. И рядом вот есть звездочка. Вот если вы на него кликаете, то именно эта статья попадет в ваш список наблюдений. Статья Башкортостан у меня видно синим цветом. А не включенный список наблюдений, он будет белым. Вот так белым. Если вы после того, как страница добавилась, вот кликнули, да, вот пришли и кликнули. Вот она изменилась, добавилась. Цвет звезды на странице поменяется с белого на голубой. Если же вы изменили в настройках свою тему оформления, вкладка «Внешний вид», тема оформления на стиль другой, то вместо звездочки в верхней части статьи будет простая текстовая ссылка «Следить». То есть, если у интерфейса разные варианты есть, то у вас стоит стандартный, у меня стоит стандартный. Никто, если мы поменяем, там будет другой, не звездочка гореть, а следить будет. При добавлении статьи в список наблюдения эта ссылка изменится, не следить. Все статьи, которые вы создаете, автоматически попадают вам в список наблюдения. То есть, вот вы сделали сами, новую статью создали, она попадет в ваш, автоматически будет включен в ваш список наблюдения. Ну, можно эту автоматическую настройку можно и отключить при желании. В разделе вкладка «Список», в разделе «Наблюдаемые страницы» снять галочку с пункта «Добавлять в список наблюдений созданные мной страницы и загруженные мной файлы». Ваш список наблюдения видите только вы и только после того, как вы провели авторизацию. То есть Википедия вас признала, узнала, что это вы. Вот я авторизован, и это моя личная страница, и вот мой список наблюдений. У каждого свой список наблюдений. Это ваш личный инструмент для отслеживания правок на любых страницах в случае внесения в них вредных или ошибочных правок
Можно их сразу видеть и исправлять. Исключить страницу из своего списка наблюдений можно разными способами. Можно отжать звездочку в конкретной статье или нажать так. И можно вывести на экран весь перечень статей, находящихся в списке наблюдений. Для этого в интерфейсе список наблюдений надо нажать на кнопку «Редактировать ваш список наблюдений» и снять галочку с той или иной статьи, после чего нажать на кнопку «Удалить записи» внизу страницы. Обычно участники Википедии отслеживают статьи, которые они создали, а также статьи на интересующие темы, будь то статья о родном городе или любимом герое. Ну, давайте откроем мой список наблюдений. Вот все статьи, которые я редактировал или я создавал, они, то есть или я их включал, они вот так высвечиваются. Вот вчера мы с вами вечером создавали, помните, Кисяга, статью «Урал» и 7. И вот он включен, то есть он в моем списке. И его Банов отредактировала, Анна Клаштроу сделала. Именно сегодня статью Пол Лабе отредактировал Айсар. Статью Ахмед Шинбарис Гайсаула тоже Айсар отредактировал. А вот катнашысы менен Хүләшев Рустам Нуриев проект Башкорт тарихы елы какой-то аноним отредактировал. Добавил какую-то запись. Кстати, вот я на первом уроке говорил, что в личном пространстве можно создавать черновики. Вот я создал черновик вчера, притом вчера создал. Вот черновик, новый проект начинал формировать, писать. И вот какой-то аноним написал. Ну, я его потом почитаю, что он тут пишет. Вот таким образом. Кроме этого, вот таким же, таком же принципе, как история правок и по такому же принципу, как Кулятову Семлеге список наблюдения, работает специальная страница, называемая «Последние изменения». Гунгоу Гартуда. Вот попробуем открыть. Первым делом, вот, первым делом, когда я захожу в Википедию, то есть вот пришел с работы, я захожу, открываю, кликаю Гунгоу Гартуда. Вот, оказывается, Урал и 7 вчерашнюю статью Бану Апай исправление, добавление сделала. Не только 6 байтов, а 1386. Мы можем здесь сразу посмотреть разницу с последними изменениями. Что же она туда добавила? Вот она какой текст добавила. Мы как раз обсуждали этимологию. Һүҙҙең этимологияһы тел ғалимдарының, тарихсыларҙың һәм география буйынса белгестәрҙең иғтибарын күп тапҡыр йәлеп иткән, ләкин әлегә тиклем уға аныҡ ҡына аңлатма бирелмәгән. Лингвист, топонимия белгесе, шулай уҡ этимология һәм анимистика менән шөғөлләнгән ғалим Матвеев Урал Билбау мәғәнәһендә тигән теорияны кире ҡаға. Урал тау тәүҙә Арал тау йөрөтөлөүен яҙған. Арал һүҙен утрау мәғәнәһендә күрһәткән. Сөнки Урал тауҙары артыҡ бейек түгел, түбәһе яҫы һәм утраулы. Аралдың Уралға әйләнеүен башҡорт телендә уралыу, ҡаҙаҡса оралыу һүҙҙәре менән бәйләү
вариантында карай. Шулай ук о үні у күчүгү урут тилинин йогынтугу болуу ыктымалын да фаразлаган. Вот Матвеевтің о происхождении слова Урал деген сығанақты табып, анимистика Урал сөзінің этимологиясын жазған. Мына шундай нелер. Шулай айтып, бүгінгі дәріс темасы tamam. Нахуңғы үзгәртүләрдә менә күрһәтә инде кемдер нимә эшләп ултыра. Һәр кемнең өлешен күрһәтә. Ниндидер безнең Долбоящик дигән килеп эштәр эшләй. Карайык, нимә эшләгән менә бу мәкаләдә аерма. Категория Рәсәй һәйкәлләре. Безгә категориялар эшләп утыра берәү монда, рәхмәт язган. Менә без аны белмәйбез дә, кем ул Долбоящик. Карап карайык әле, менә үзенең басып катнашучысы Долбоящик. Башка нидә бардыр инде ул. Кисәге генә һорагайны, ансарагай. Ничек башка телдәрдәге менән бәйләргә дип. Бик урынлы һорау бирде ул. Эзләп табырга кирәк, кайсы Википедиянан, рус Википедиясыннан. Шулай итеп, бүгенге дәрес тамам. Мин тамамлайм записьте. Яздыруды кайда ул? Яздыру менә монда икән. Яздыруды